На прошлом уроке мы с вами поговорили о том, что такое АЦП. Сегодня мы также продолжим тему датчиков. Более того, после этого урока вы сможете собрать автоматический ночник. Всем привет, это Beyond Curriculum, и сегодня мы будем говорить о том, что такое датчики и как их использовать. Итак, что же такое датчик? Датчик – это определенный компонент, задача которого – это измерить условия окружающей среды, неважно где он находится. Датчики могут измерять такие показатели, как свет, температура, давление, вес, влажность, наличие какого-либо газа, расстояние до препятствия и еще много всего другого. Есть даже датчик сгиба, есть даже датчик магнитного поля. Датчиков на самом деле очень много, и все их не счесть. Но есть один нюанс. Есть два типа датчиков. Это аналоговые и цифровые. Примером цифрового датчика является кнопка, которую мы подключали уже на одном из прошлых уроков. Также есть аналоговые датчики, с которыми мы как раз таки сегодня познакомимся. И на самом деле примером аналогового датчика является потенциометр, с которым мы также работали пару уроков назад. Итак, цели этого урока – это знакомство с понятием датчиков, создание цепи для аналогового датчика, также написание программного кода с применением АЦП, изучение языка Arduino и применение теоретических знаний на практике. При этом, что же нужно знать и уметь? Помимо того, что нам необходимо уметь все то же самое, что и было необходимо на прошлых уроках, нам также необходимо работать с макетной платой и резисторами, а также знать разницу между аналоговыми и цифровыми датчиками. Итак, что такое аналоговый датчик? Это определенный датчик, который выдает на выходе непрерывный аналоговый сигнал в виде напряжения от 0 до 3,3 или до 5 вольт. Это резистивный датчик, а значит, это определенный датчик, сопротивление которого меняется в зависимости от условий внешней среды. Сейчас мы попробуем с вами подключить фоторезистор в качестве датчика освещенности. Что нам необходимо для того, чтобы подключить фоторезистор к плате Arduino? В первую очередь необходим сам фоторезистор. Выглядит он вот так. Тут стоит отметить то, что у фоторезистора всего два контакта, как и у светодиода, но тут стоит отметить то, что эти контакта имеют одинаковую длину. Что это значит? Это значит то, что фоторезистор не полярный сам по себе, то есть его можно подключать любой стороной, не как со светодиодом, у него нет определенного плюса или минуса. Итак, мы вставляем фоторезистор в макетную плату. Далее мы отводим от него один плюс в 5 вольт. Это у нас вот здесь. Затем мы берем следующий контакт. От следующего контакта отводим в А0. И затем берем резистор в 10 кОм и отводим от него контакт в минус. И затем теперь, как вы видите, наш фоторезистор подключен. Еще раз пройдемся по схеме. У нас есть фоторезистор с двумя контактами. Один контакт мы выводим в 5 вольт, другой контакт мы выводим в А0. И также от того контакта, который мы вывели в А0, мы подключаем к нему резистор 10 кОм и уже от этого резистора проводим ground. Мы только что подключили датчик освещенности к нашей плате. Давайте теперь попробуем запрограммировать его. Что же нам нужно? Нам необходимо создать переменную, давайте назовем ее FTR в качестве фоторезистора, которая будет содержать в себе номер пина, к которому мы подключили датчик. FTR равно 0. Далее мы создадим мы создадим переменную, в котором будет храниться значение, считываемое из данного датчика. Также будет равно 0. Затем мы хотим выводить эти значения на экран, а значит мы будем пользоваться последовательным портом. Для этого используем команду serial begin 9600. И теперь все, что нам необходимо, это считать значение датчика с пина, к которому он подключен. Для этого пишем val равно analog read FTR. Далее мы теперь просто выводим это значение на экран. Serial println val. Загружаем это все на плату Arduino. Итак, открываем, и что мы видим? Мы видим то, что сейчас у нас значение, которое приходит с датчика, равняется 912.
Как только я закрываю датчик пальцем, значения падают до промежутка около 680-670, в общем, можно сказать, чуть меньше 700. Как только я убираю палец, становится опять на уровне 905-906, ни больше, ни меньше. Если я начну немного светить на датчик экраном, то тогда его значения повышаются, и мы уже видим 935. На основе этого мы можем как раз таки создать ночник, который будет автоматически включаться, когда нам необходимо, когда становится темно, и автоматически выключаться, когда уже солнце взошло. Нам необходимо в первую очередь взять пороговое значение, от которого мы будем отталкиваться. То есть, если значение датчика падает ниже этого порогового значения, необходимо включить ночник. Если поднимается выше, ночник необходимо выключить. В качестве ночника мы будем использовать уже знакомый нам светодиод, который мы подключим ко второму пину. Итак, нам необходимо найти пороговое значение. Так как здесь у нас пороговое значение выходит не больше 700, точнее меньше 700, то мы можем как раз таки за пороговое значение взять 700, а лучше даже 750, чтобы уж наверняка. Давайте сделаем следующее. Дополнительно подключив светодиод, необходимо теперь также написать программу для него. Для этого мы создадим переменную LED, которая будет содержать в себе номер пина, под которым мы подключили светодиод, в данном случае это 2. Также здесь мы укажем pin mode output. И теперь начнем программировать. Мы с вами уже определили пороговое значение в 750 единиц. Значит, мы пишем, если val меньше 750, в таком случае мы включим наш светодиод. Иначе же мы его выключим. Давайте загрузим программу на плату и посмотрим, как это работает. Как можно видеть, сейчас у нас значение в районе 904, и светодиод не горит. Как только я закрываю фоторезистор пальцем, то загорается светодиод, так называемый ночник. Как только убираю, он потухает. Опять закрыл пальцем, то есть свет на фоторезистор теперь не падает. И светодиод опять загорелся. Как только убрал палец, ночник сразу выключился. Но тем не менее, данные датчики с двумя ножками не единственные аналоговые датчики, которые есть. Есть также модульные датчики. Большинство модульных датчиков имеют в себе три контакта. Первый это G или минус, это земля. Второй это плюс или V, это напряжение 5 вольт или 3,3 вольта. И третий это S, выходной аналоговый сигнал. Давайте теперь подключим вот такой датчик уровня воды к нашей плате Arduino, соответственно схеме. Мы даже не будем разрушать ту схему, которая у нас уже есть. Мы просто добавим в нее еще новую деталь. А именно, вот такой у нас есть датчик уровня воды, с которым мы сейчас как раз таки поэкспериментируем. Я беру его также, вставляю отдельно в макетную плату. Вот так. Даже, наверное, стоит сделать вот так, чтобы было лучше видно именно на камеру. После этого я беру, отвожу от пина S к пину на Arduino A1. То есть вот A1. A1. Далее посерединке у меня находится плюс. Я его выведу к 5 вольтам. Так как у меня 5 вольт уже идет на наш фоторезистор, то я проведу его к той же дорожке, куда и выходит 5 вольт от фоторезистора. Вот сюда. И далее минус. Минус это у нас самое левое. Я его беру и провожу в минус на плате Arduino. Можно видеть то, что у нас загорелся наш датчик, точнее светодиод на нем загорелся. Это означает то, что он работает. Теперь нам необходимо запрограммировать наш датчик уровня воды. За основу возьмем код, который мы использовали для датчика света. Только вместо этого мы сделаем переменную water. Также она будет равна 1, потому что у нас данный датчик подключен к пину A1. Val мы не будем менять. Теперь нам необходимо считать значение данного датчика. Сделаем также water. И вывести его на экран. Загрузим это все в плату Arduino. Как вы видите, если мы возьмем два разных аналоговых датчика, разницы абсолютно нет никакой между тем, как с ними работать, как их программировать и как считывать с них данные. А значит, данный код по сути универсально подходит практически ко всем аналоговым датчикам, за исключением некоторых, которые имеют в себе больше компонентов, чем один. Итак,
Мы сейчас имеем вот такой датчик, на котором нет воды, тем не менее, как только я его намочу, то на нем появляются значения. И вы видите то, что это сначала было около 700, затем воды стало меньше, потому что я перестал мочить датчик, и теперь эти значения падают. Таким образом, сегодня мы с вами разобрались с тем, что же такое аналоговые датчики и как с ними работать в дальнейшем. Мы также поняли, как это может быть применимо в жизни. Более того, если вы хотите попрактиковать знания, которые вы только что получили на этом уроке, обязательно заходите в американские уголки, которые есть в 11 городах Казахстана. В этом месте вы всегда сможете получить свободный ноутбук, а также набор Arduino для того, чтобы создать какой-нибудь мини-проект. Более того, не забывайте заходить в нашу школу для того, чтобы выполнять домашние задания, оставлять свои рекомендации и отзывы в комментариях, рекомендовать данные и другие курсы друзьям, а также подписываться на наш канал. На этом у меня все. Всем большое спасибо. До скорых встреч.